Поздравляю. Можно по моему поздравляю. Где угол? Хочу вас поздравить. С вас начну, с победой сына. Спасибо. Достойная победа. И, по-моему, достойный противник. Сильный, крепкий боец. Уважительный, крепкий, сильный. На этот раз уважительный попался. Ну, это от человека зависит. Вообще классный спортсмен и должен быть таким. Иначе не может быть. Но победа убедительная. Я посмотрел и видел. Молодец. Спасибо. Хороший, удушающий прием. Спасибо. Так на вот. этот раз отец рядом, так что подводить нельзя было. Такой классический удушающий прием, правильно. Спасибо. Спасибо. И на горло ты ему не давил. Нет, ну правда. Нет, я видел. Он же с двух сторон как положено сжимал. Там так. Все по-честному. Вначале старался через челюсть, но в первом раунде. Он чуть-чуть правильно уходил, еще так рядом с отцом, так попались действия всегда и валил, когда и так душу что-то не получилось. Я отцу говорю, не получилось. Он рядом через сетку, я вижу метр между нами. И друзья вышли, они говорят, а ты с отцом разговаривал, он тебе сказал, в первом раунде его не заканчивать, или что он тебе говорил? Мы давно слышали, от пустяки, по-моему. Не, я ему сказал, не получилось. Что-то такое диалог. Не суетись, все будет нормально, не суетись. Но он ударник тоже неплохой, я смотрел, да? Да, один раз зацепил. И вообще, он все бои выигрывал стойки, и руками, ногами, прессингом. Но мы ожидали, что он стойки будет чуть быстрее, чем я на руках. И вот это война, все, она его чуть замедлила. То есть потерял скорость, темп потерял? Потерял скорость, да, потому что если в первом раунде я шел бы на, так скажем, на зарубон, было бы чуть опасно. Мы в первом раунде его завозили, а вот во втором раунде чуть застоялся в стойке, бах, один пропустил. И слышу отца недовольный голос. Уже надо возвращаться уже к борьбе. Правильно, надо использовать свои конкурентные преимущества. Да, это правда. И не позволять ему сделать то же самое. Да. Не позволять ему сделать то же самое. Он чуть повыше же тебя, да? Я одинаково. Просто одинаково. Но я думал, что во время боя я чуть-чуть больше буду. А вот зашел, смотрю, не меньше. Потом в клинче тоже чувствуется, что не уступает физически. Я понял, что придется его завозить. Придется с ним чуть-чуть потягаться. И что интересно, там жарко было очень. Как зашли, даже вот с первого клинча, скользкий был. Я вот так ногами завел, руками корпус взял, он, смотрю, скользит, от захвата быстро уходит. И чуть-чуть перестраиваться тоже пришлось во время боя. Но это дополнительные сложности создает, конечно. Ну, есть хитрость такая. Волосы мажут, она высыхает, когда обогревается и потеешь, и начинает сползать, и скользкий. На тело же уходит, и чуть. Да, хитрость Очень много нюансов. серьезная. Да, очень много нюансов. И еще постоянно же в Штатах дерешься и заходишь, то публика поддерживает своего, да, и привык, что освистывает. А здесь заходишь первый раз, и вся публика тебя поддерживает. А этот фактор я не учитывал. В раздевалке чувствовал, как обычно, перед выходом чувствовал, как обычно. А когда вот начал заходить, вот эта поддержка, все, смотрю, столько близких, родных в зале. И такая давку такую почувствовал. Просто я думаю, давно такой давки не было. Пока бой не начался, как зашел, все, вот это минут 5, такую чуть давку почувствовал, хочу себя прийти, никак не могу, смотрю на отца. Отец тоже чуть нервничает, я ему говорю, ты хоть меня не заставляй В попахах, когда увидел, я думаю, как дома попал. Да, а потом, как бой начался, уже. Ну, тебя, я видел, пару бросков прошло, так поднимал. Да. Я еще прям перед боем другу говорю, он говорит, правой рукой на гильотину заходит. Я его все бои смотрел, он левой не заходит, он так во время борьбы зашается, отдает левую ногу и правой рукой заходит. И левой ногой он же левша, левая часть растягивает, и я ему говорю, я ему хочу шею отдать.
чтобы он зашел мне, чтобы он во время удушающего, чтобы он потратил силы. Это опасно. Это очень опасно. Я ему отдал, Можно не заметить. а я ему отдал шею и левую ногу закидываю, чтобы он обоими меня не прихватил. А я смотрю, что-то через ногу меня душится. Может, сильнее и сильнее. Я такой раз поменял положение, второй раз пришел, еще сильнее затянул. И думаю, надо выбираться. Ну, правильно. Потому что можно просто не заметить и уснуть. И уснуть. И уплыл. Прекрасно. И просыпаешься, все происходит. Все закончил. Что такой момент тоже был, что-то не прочитал. Ну, я тебя поздравляю. Очень хороший поединок, красивый, честный и красивый. Такая эффектная победа. Здорово. У вас как здоровье? Очень хорошо. Нормально. Намного лучше, чем Петра. Намного лучше, чем Петра. Тоже Слава Богу. понимаю, с вашим графиком там. Я думаю, без спорта будет очень тяжело. Точно. Это невозможно. Невозможно. Особенно подрывает от смена часовых поясов, конечно. Да, конечно. Он в Владивостоке у нас Постоянный сон. 7 часов разница. Трудно привыкнуть. Там не спишь, потом сюда приедешь. Здесь не спишь. Да. Двойная акклиматизация. Да, ну ты же знаешь, что... Мы вот прилетели с Калифорнии, туда там тоже 11 часов разница. И где-то неделю, вообще в себя не проходил. И постоянно узнаешь, а соперник прилетел, по-любому же чувствуешь. И они говорят, он 30-го прилетел в Россию, думаешь, так, подожди, я когда прилетел 17-го, я через 10 дней только себя прошел на 7 числа, так что у него будет акклиматизация. Тоже ищешь себе плюсы. Да, она же через неделю где-то пик бывает. И эти моменты они же не учитывают. А я постоянно, когда туда прилетал, там по своим делам там, и так далее, идешь в зал, тренируешься, ты задыхаешься. И заранее мы знали, что там климат пустынный. Нужно заранее прилетать. Пустынный климат. Ну там пустыня же возле. 43-46. Мы прилетели с сюда. И горячий ветер такой, да? Очень сильно. А там еще они новую арену построили. И арена где-то на процентов 80-90 только тогда была. И с кислородом очень проблемы были. Там около 20 тысяч, арена полная, еще люди внутри, еще жара снаружи. И мне еще говорят, в зале очень жарко. Вы представляете, сейчас к главному бою еще все соберутся, и еще больше жарче будет. Так? 14 градусов разница была в раздевалке и в зале. Прилично. А сколько вообще в зале было температуры? Температуры, больше 20. Больше 20 было. А в раздевалке холодно было, там, потому что маленькая раздевалка, кондиционеры, а вот зал пришел, там чуть жарче. Как только зашел, я даже не начал драться, я уже потный был. Что-то такое. Такие моменты были, которые первый раз мы сталкивались. И отца первый раз у себя там вывижу. Дерешься там по-любому, где-то там в мыслях отец есть. Что-то отвлекало, честно говоря, но я ему не говорил. Здорово, молодцы. Поздравляю. Спасибо.